последнее время вопрос гагаузского языка в автономии вызывает бурные дискуссии на разных уровнях. Кто-то бьет тревогу о том, что гагаузский язык умирает, и с каждым годом все меньше и меньше людей говорит на гагаузском. Кто-то утверждает, что гагаузский язык развивается, и есть определенные шаги по его развитию. Одни предлагают радикальные меры по сохранению гагаузского языка, переход обучения в начальных классах на гагаузский. Другие считают, что это нерезонно, не имеет перспективы и навредит образованию человека. Ну, гагаузский язык, само собой, развивается. Это живой организм, мы им пользуемся, на нем читают, на нем пишут, на нем вещают уже радио, телевидение, издаются газеты, журналы, есть учебники изданные. Гагаузский язык преподается в школах, во всех школах, изучается как предмет, причем начиная с 1 класса и включительно по лицейский класс. Сдается экзамен по бакалавру, по гагаузскому языку бакалаврские экзамены, готовы тесты, задания, все на гагаузском языке. Это говорит о том, что, конечно, как дисциплина, как предмет и как наука, гагаузский язык идет вперед, развивается. За последнее время именно сферой образования проделаны огромные шаги для того, чтобы были изданы учебники на гагаузском языке, издается журнал на гагаузском языке, печатаются работы наших педагогов. По мнению специалистов, гагаузский язык имеет определенный уровень развития. Однако есть и те, которые отмечают проблему незнания языка в автономии. Если сравнить период 30-летней давности, когда мы впервые поднимали этот вопрос об изучении в школах родного языка, то по сравнению с тем периодом сегодня гагаузский язык находится на достаточно таком неплохом уровне продвижения. Она вроде и развивается, вроде в школах изучается родной язык, раньше этого не было. А с другой стороны, дети не знают этого языка. Начальное звено на сегодняшний день наполняемость большая, у нас по 30 детей. И бывает так, что на начало учебного года 5 детей только владеют языком гагаузским, остальные все языком не владеют. И когда мы поднимаем вопрос, у нас родители встают в штыки, начинают кричать, что они не хотят его изучать, они предпочитают изучать даже болгарский, но не гагаузский. Потому что сами родители языком не владеют. Молодые родители языком не владеют. И дома с детьми не говорят. И они даже не могут помочь детям говорить, подготовиться к урокам. И поэтому они чаще выбирают болгарский язык изучать в школе, нежели гагаузский. В связи с этим необходимо отметить, что в декабре 2010 года гагаузский язык попал в список языков, находящихся под угрозой исчезновения. В атласе ЮНЕСКО языки мира, находящиеся под угрозой исчезновения, языки квалифицированы в зависимости от числа людей, владеющих ими. Исследователи отметили, что на гагаузском языке на данный момент говорят примерно 180 тысяч жителей Молдовы и Украины. Степень исчезновения языка подразделяется на 5 уровней, от уязвимого до мертвого. Гагаузский язык находится на 2 уровне. К такому выводу пришли международные исследователи. Что по этому поводу думают специалисты автономии? Сказать сегодня, что у нас теряется язык, послушав то, что ООН перевел наш язык в разряд теряющихся, исчезающих, это, конечно, мы не должны с этим соглашаться. С нашей стороны это не патриотично. У ЮНЕСКО есть, наверное, свои формулы, свои стандарты, свои схемы определения языков, насколько они мощные используются и насколько они, скажем так, находятся на грани исчезновения или меньше говорящих на нем. Я думаю, что это серьезные у них схемы и формулы определения это, потому что ЮНЕСКО существует не 1 год. Скажу так, обижаться нам на ЮНЕСКО не за что. Они высказали свое мнение на основании своих исследований, своих данных. Если мы с ним не согласны, мы можем провести свое, скажем, исследование и доказать им, что это не так. Если это так, как говорит ЮНЕСКО, и наши исследования подтвердят тоже это, тем хуже это для нас. О чем это говорит? Это говорит о том, что
наши люди, сами гагаузы, стали меньше говорить на этом языке. Мы прекрасно говорим на гагаузском языке. Наши дети очень хорошо говорят на гагаузском языке. Я никогда не говорю со своей дочерью дома, даже в школе, если она рядом со мной, на русском языке. Мы общаемся с ней на гагаузском языке. Сейчас в 20 лет думаю, что семимильными шагами шагает образование, потому что созданные учебники очень подробные, доскональные, где изучается и орфография, изучается морфология, синтаксис. Дети знакомятся очень углубленно с гагаузским языком, и я скажу конкретно о своем селе, что у нас дети прекрасно владеют и гагаузским языком, и русским языком. Директора сельских школ уверяют, что дети превосходно говорят на гагаузском языке. Однако некоторые представители молдавского сообщества задаются вопросом, для чего была создана автономия и почему гагаузы до сих пор говорят на русском. Я не знаю ответа на вопрос, зачем была создана автономия? Зачем? Какова цель ее создания? Чтобы мы говорили через 23 года после создания Молдовы по-русски в этой студии. Закон об особо-правовом статусе Гагаузии гласит следующее. В целях удовлетворения национальных потребностей и сохранения самобытности гагаузов, их наиболее полного и всестороннего развития, обогащения языка и национальной культуры, обеспечения политической и экономической самостоятельности, парламент принимает настоящий закон. Противоречие законам об особом правовом статусе Гагаузии, где четко написано, что автономия создавалась для сохранения, развития и приумножения родного языка. Только для этого автономия создалась. Итак, одна из целей создания автономии являлась всестороннее развитие и сохранение языка. Однако специалисты гагаузского языка и общественники отмечают недостаточный уровень его развития. А что мы делаем? То, что мы делаем, значит мало. Да, я согласна. Делается что-то, делается много, и даже пусть это будет. Значит, этого мало. Хотелось бы, конечно, более заметного его развития и его развития в правильном направлении. Просто у нас иногда вот эти обстоятельства или такое, может быть, иногда формальное отношение к нуждам гагаузского языка со стороны наших властей тормозят его развитие. Перспектива будет, и будет чувствоваться еще больше развития, когда будет неформальный, а искренний интерес и поддержка гагаузскому языку со стороны и исполкома, и управления образования, всего социума, всего нашего сообщества, к тому, что гагаузский язык надо не просто им манипулировать и как бы прикрываться идеей развития гагаузского языка, а действительно искренне заинтересованно поддерживать его и развивать. Представители власти в автономии согласны с тем, что необходимо подтянуть уровень гагаузского языка, но считают, что для этого необходимо время. Если сравнивать, вот, на каком уровне был язык, скажем, на момент, когда начинали изучать гагаузский язык вообще, и сегодняшний уровень, конечно, большой скачок вперед. И вот за этот период мы фактически выросло поколение педагогов, ученых, которые защитили диссертации на правилах орфографии гагаузского языка и пунктуации. И сейчас уже гагаузский язык перешел на более высокий уровень развития. Конечно, он не на таком уровне, на котором хотелось бы. Согласно закону об особом правовом статусе у нас 3 языка официальных, то есть русский язык, гагаузский язык и государственный язык. Учитывая, что очень долгий период больше внимания уделялось русскому языку, конечно, уровень развития русского языка выше, чем гагаузского языка, и в том числе и государственного. И мы должны подтянуть гагаузский язык, не теряя позиции русского языка, подтянуть гагаузский язык до такого же уровня. Что для этого нужно? Можно его попытаться сделать за 1 день, можно попытаться сделать за 2 дня, или за 2 года, или за 5 лет. Но должно вырасти новое поколение людей, которые прошли курс обучения грамматики гагаузского языка, прошли школьный курс обучения гагаузского языка, которые умеют писать грамотно на гагаузском языке, излагать свои мысли на гагаузском языке. То есть необходимо какое-то время, переходное время. Вот это переходное время у нас как бы продолжается. Если бы пришел бы какой-нибудь башкан к власти и везде на заседаниях со своими сослуживцами вел бы беседы на родном гагаузском языке, может быть, вот этот пример
спустился бы вниз в школы, в садики, в организации и везде бы, по примеру Башкана, все начали бы со своими сверстниками, подчиненными вести беседы на родном языке. И таким образом наш родной язык стал бы культивироваться. Если первое лицо говорит везде на родном языке, значит, это не страшно. Значит, этот язык, на этом языке можно общаться хотя бы в быту. И в результате вот это нет у нас до сих пор, за 20 лет не было культивации, не культивировался наш родной язык нигде, потому что первые лица везде говорят на русском языке. Если говорить о заседаниях исполкома или Народного собрания, в исполком мы проводили заседания на гагаузском языке, но оформление документов на гагаузском языке требует, повторяю еще раз, очень грамотного подхода к знанию гагаузского языка. И те, которые сегодня не работают, большинство из них не прошли грамматику, орфографию гагаузского языка, поэтому грамотно мы пока оформляем на русском языке. Но пройдет какое-то время, когда нынешние наши выпускники школ, которые закончат вузы и заменят нас, они свободно будут, в том числе документы, оформлять на гагаузском языке. Я понимаю, что делая производство, мы не можем перевести на родной гагаузский язык. Прекрасно понимаю, нет для этого условий. Но для того, чтобы общаться с гагаузом на родном языке, той же Вере Ильиничне Баловой, общаться с Стояновым на гагаузском языке, никто им не мешает. Тем не менее, у них внутренняя психология такая, что они, как бы забывая, какие должности они занимают, за что они получают деньги. Специалисты считают, что в изучении гагаузского языка упустили самое важное. Как специалисты, так и общественники склоняются к тому, что возрождение языка необходимо начинать с детского сада. Если мы приняли решение, что гагаузский язык наш родной, и мы его будем изучать, и больше не будем от него отказываться, ну, тут надо было, конечно, сразу приступить к разработке концепции. Это основной документ, в котором предусматривается и цели изучения этой дисциплины, и задачи изучения, и способы, и методы, и стратегии, и стандарты, и результаты. Все в этой концепции должно было быть предусмотрено. Тогда бы у нас не было проблем вот этих, потому что концепция определяет весь вот этот круг вопросов. И на основе концепции уже, конечно, дальше разрабатываются куррикулумы, учебники, создается методика определенная. Вот это вот главный документ должен был давно. Ну, хорошо, первые 5 лет его не было, но 10 лет его не было. Но, слава Богу, уже сколько времени прошло. И интерес ребенка к языку формируется в самом, скажем, детстве, да? Вот в садиках. Вот здесь надо им разные картинки в развлекательной форме, в цветных формах. Ну, могу понять, что денег нет. Это не оправдание. Специалисты учебных заведений утверждают, что все необходимое для знания языка система образования дает, а корень проблемы незнания гагаузского языка скрывается в семьях. То, что где-то теряется вот эта нить, зерно изучения гагаузского языка, это происходит, к сожалению, в семьях. Именно с семей закладывается вот изучение языка, на каком языке общаются с детьми родители. А если ребенок попал в школу, то он обязательно изучает гагаузский язык. И нужно сказать, что изучает на хорошем уровне, потому что экзамены на степень бакалавра на гагаузском языке показывают, что даже если дети пришли в школу со слабыми знаниями гагаузского языка, все выдерживают в 12 классе экзамен на степень бакалавра. Это говорит о том, что даже если пришел неподготовленный ученик, который до этого в семье говорил на русском языке, школа дает те необходимые знания, чтобы ученик справился с экзаменом на степень бакалавра. Чтобы сохранить гагаузский язык, прежде всего, необходимо, чтобы Народное собрание Гагаузии принял закон, чтобы депутаты приняли закон о двухязычном образовании. Не закон об образовании, а закон о двухязычном образовании. Это предполагает, что начиная с детского садика, с детьми 2 дня будут говорить
только на родном языке, 2 дня будут говорить на государственном языке и 2 дня будут говорить на русском языке. Хотя закон будет называться «Закон о двухязычном образовании», это мое личное предложение. Депутаты, конечно, вряд ли это примут. Но если мы детей не научим в садике понимать и говорить на родном языке, в школе обучать родному языку практически невозможно. Нас в школе обучали английскому языку как предмет, обучали молдавскому языку как предмет, и мы эти языки не знаем. Потому что разговорный язык, он впереди, он должен для детей быть изначальным. Если родители уже... Пришло то время, когда родители стесняются со своими детьми говорить на родном языке, то эту функцию должен взять на себя либо детский садик, либо школа. Представители сферы образования отмечают, что такой эксперимент уже проводится в детских садах автономии. Кроме того, в каждом дошкольном учреждении преподается урок гагаузского языка. У нас с 2009 года идет эксперимент учебы в дошкольных учреждениях, в детских садах. Было принято постановление исполнительного комитета, где мы попробовали реализовать инициативу некоторых менеджеров и некоторых преподавателей гагаузского языка, где мы изменили учебный план обучения детей с 3 лет 3 языкам. У нас, получается, где-то приняли тот вариант, как предлагалось, 1 день только на одном языке, а где-то приняли вариант, что день разделили на 3 части и говорят на 3 языках. То есть и воспитатель, и нянечка, вспомогательный персонал с детьми говорят на 3 языках. На сегодня мы считаем, что эксперимент удался. У нас уже работают по этому эксперименту 16 групп, потому что вначале родители не соглашались. И результаты те, что дети, которые являются выпускниками этих групп, идут в школу, директора могут подтвердить, что у них словарный запас слов по 3 языкам, русский мы не включаем, по 2, достаточно, чтобы ребята могли освоить программу по гагаузскому языку и по государственному языку, по молдавскому языку. 1 группу, 2 группы внедрять за 20 лет существования гагаузской автономии – это абсурд. Это пустая трата денег. Эти группы не надо по 1, по 2. Эти группы должны быть буквально в каждом садике должны такие группы быть. И каждый ребенок на территории Гагаузии, который идет в детский садик, с каждым ребенком необходимо, чтобы воспитатели и преподаватели беседовали и разговаривали на родном языке и проводили обучение тоже на родном и государственном языке. Тогда дети будут понимать, когда придут в школу. А то, что эти эксперименты мы проводили 10 лет назад. Точно так же в 5 садике и в 7 садике были набраны по 1 группе. Эти дети усиленно изучали гагаузский язык и молдавский язык. Но эта группа пошла в школу, и на этом эксперимент прекратился. Дети как не знали родной язык, так и не знают. Согласно международных стандартов, право выбора языка обучения остается за родителями. Для того, чтобы у них, если, допустим, родители захотят своих детей учить на гагаузском языке, мы должны создать условия. То есть наличие учебников, методических пособий, педагогов. И тогда родители приходят и ему говорят: вы имеете право выбрать язык обучения, гагаузский язык, государственный язык или русский язык. Если выбирает гагаузский язык, пожалуйста, мы создали все условия. Сегодня, если говорить о языках обучения, у нас созданы условия для обучения на русском языке, на государственном языке есть учебники, на гагаузском нету. Мы сейчас активно работаем по переводу учебников на гагаузский язык. Давайте узнаем, как обстоит ситуация в детских садах. Обучают ли здесь воспитанников гагаузскому языку и каким методом? В настоящее время очень большое внимание уделяется изучению гагаузского языка в дошкольных учреждениях и в школах, конечно, тоже. Изучение гагаузского языка очень актуальная проблема на сегодняшний день. Чтобы нам услышать гагаузскую речь у детей, взрослым, педагогам, воспитателям и, конечно, родителям тоже надо привить любовь к языку и родине, конечно, тоже. Что могу сказать о обучении? Обучение гагаузского языка у нас в садике осуществляется по специальному для каждой возрастной группы тематическому планированию. Учим мы гагаузский язык со 2-й младшей группы по подготовительной.
Помимо наших каждодневных занятий, конечно, мы проводим внутрисадовые мероприятия, наши традиционные гагаузские праздники. Это как Хедерлесь и Касым. И новогодние тоже мы имеем традиционные праздники. Детки очень активно принимают участие, выступают, умеют танцевать народные гагаузские танцы, сценки показывать. В общем, им нравится. Нам, конечно, тоже. Вот. Хотелось бы, конечно, чтобы дети слышали гагаузскую речь не только в нашем детском саду, но и на улице, дома, конечно. Мы живем в Гагаузии, язык надо знать, язык надо беречь, и на нем правильно говорить. Проводим мы гагаузский язык 2 раза в неделю, 1 час. Итак, мы выяснили, что в каждом детском саду автономии уделяется определенное время изучению гагаузского языка. До 4 класса, то есть начальное образование у нас должно быть на родном языке. Во всем мире для того, чтобы народ не забывал свой родной язык, начальное образование проводится на родном языке с усиленным преподаванием государственного и русского языка. Я предлагал это тогда на депутатских слушаниях, но судя по той реакции преподавателей, которые после меня выступали, они не готовы воспринять это. Но мы знаем примеры, очень много примеров. Когда Ататюрк пришел к власти в 1924 году, он никого не спрашивал, он просто своим указом изменил арабскую графику, изменил на латинскую. И в течение 2-3 лет вся Турция уже писала на латинском шрифте. Что касается школ, мы имели концепцию, которую разрабатывали вместе и обсуждали ее. И 3 года назад на Августовской конференции мы ее представили, где мы предлагали, начиная с начального звена, и мы даже сделали эксперимент в гимназии Куровла, 1 класс мы набрали, где изменили учебный план и включили некоторые предметы на гагаузском языке, некоторые предметы на румынском языке, на государственном, основные предметы на русском языке. Также мы разработали эту концепцию для гимназического цикла с 5 по 9 и для лицейского цикла с 10 по 12, оставляя основные предметы на русском языке, потому что экзамены выпускные дети будут сдавать на русском языке. Вот. Но не восприняли эту концепцию педагогическая общественность и общественность родительская. Поэтому мы эксперимент этот не продолжили. Вера Ильинична даже не понимает, какую глупость она говорит. Я это откровенно говорю. Ну как может министр образования предлагать учителям, и учителя отказываются? Вы представьте себе, что в Молдавии предлагает вам изучать молдавский язык, и вы отказываетесь. Или в России предлагает вам изучать русский язык, и вы отказываетесь. Это что, государство есть или государства нет? Вера Ильинична играется в детский садик. Выбирая русский язык как язык обучения, мы в первую очередь гарантируем нашим детям более широкие возможности для их будущего. Потому что сегодня русский язык является языком межнационального, международного общения. Это очень важно. Перейдя сейчас на гагаузский язык, поставив наших детей в рамки, когда они через наш родной язык не смогут пользоваться всеми достижениями, которые они могут использовать, хорошо владея русским языком, это, я считаю, сегодня преступление. У нас по старому обычаю мы ратуем за таможенный союз, ратуем за русский язык, на фоне этого забывая свой родной язык и государственный язык. А что думают по этому поводу рядовые граждане? Говорят ли они на родном гагаузском языке? И стоит ли, по их мнению, вводить в школах частичное обучение на гагаузском? И на гагаузском, и на русском пора. Больше на гагаузском. Сейчас вот предлагают властям, чтобы ввести в школе частичное обучение на гагаузском языке. Как вы считаете, вы бы отдали ребенка в такую школу, где частичное обучение было бы на гагаузском? Я думаю, что не стоит это делать. Почему? Ну, это уже усложняет нашу жизнь. Более трудно будет детям больше языков. Не каждому же дано много языков сразу. Поэтому для некоторым детям это хорошо, а для большинства я скажу, что не дотянут столько языков. У меня отец с матерью гагауза, потому гагаузский знаю хорошо. В семье говорите на гагаузском? В основном мы говорим на русском языке.
Если бы я увидел, что это рентабельно, выгодно для дальнейшей судьбы моих детей, то, безусловно, я бы сделал все возможное, чтобы гагаузский язык они выучили, и чтобы в дальнейшем они могли успешно его применять в своей повседневной жизни. Мы в Гагаузии живем, и нам очень нужен гагаузский язык. Мы должны знать больше гагаузского языка. Почему больше гагаузский? Потому что мы живем в Гагаузии. Если бы от этого не страдал бы русский язык, как межнациональный. У меня так сложилось, что в семье с рождения мы говорили на русском языке. Это было решение изначально моих родителей. И так повелось, что моя жизнь протекала в какой-то период времени в Тирасполе, где тоже говорят на русском, на Украине. А потом приехала, естественно, уже как-то не получалось выучить, скажем так. Нет. А почему? Ну, я его не очень хорошо знаю. Сейчас в школе предлагается ввести частичное обучение на гагаузском языке. Как ты считаешь, нужно это или не нужно? Я не знаю. Но тебе было бы тяжело или легко, если часть предметов изучалась бы на гагаузском? Ну, думаю, что было тяжело немного, потому что я его почти не знаю. Дома с родителями говорите на гагаузском или нет? Нет, на русском. А почему? Потому что я по национальности только гагаузская, а в семье все на русском общаемся. Сейчас предлагается в школах ввести частичное обучение на гагаузском языке. Как вы считаете, вам было бы тяжело или это необходимо, это нет? Я считаю, что мне бы лично было очень тяжело. Как вы считаете, мы должны знать гагаузский или нет? В этом, по-моему, в этом необходимости никакой нет. Вы гагаузской национальности? Я наполовину. Папа у меня гагауз, мама болгарка. И дома на гагаузском не говорим. Допустим, когда прихожу к бабушке, с ней говорим на болгарском. Я с ней говорю. В школах хотят внедрить частичное обучение некоторых предметов на гагаузском языке. Как вы считаете, это необходимо? Не знаю, может, для кого-то было бы легко, но для меня лично было бы очень сложно, потому что на гагаузском я не знаю, может, 2-3 слова, самых элементарных, примитивных. Так вообще ничего не могу сказать. Гагаузы должны знать гагаузский или нет? Думаю, что гагаузы должны знать. Цыганка. Гагаузский знаете? Знаю. Вот сейчас в школах хотят внедрить изучение частично на гагаузском языке. Как вы считаете, это нужно или нет? Нужно, конечно. Почему? Свой родной язык все должны знать. Да? Да. Ну, вам он не родной, но вы все равно его знаете. Ну, да? конечно, знаю. 6 языков знаю. Хорошо, спасибо. Сейчас в школах хотят внедрить частичное обучение на гагаузском языке. Это очень хорошо смотрится, потому что наши предки, деды, мы нельзя забывать наш язык родной. И мы с этим нашим языком должны славиться и учить наших детей дальше, чтобы они тоже наши обычаи не забывали. Ну, наверное, если это гагаузская семья, то дети должны, конечно, знать свой родной язык и свою культуру поглубже, чем это дают сейчас в наших школах. Итак, по сравнению с периодом 30-летней давности замечается развитие гагаузского языка. Он преподается в школах, выпускаются книги, есть радио и телевидение на гагаузском, чего не было раньше. Однако почти все согласны, что этого недостаточно. Отмечается незнание языка в городах автономии. Причиной этого специалисты отмечают отсутствие общения на родном языке в семьях. Вывод напрашивается такой: в семьях надо общаться на родном языке. Только так мы сохраним родной язык.